С каждым годом все больше учеников после 9 класса стараются поступить в колледжи и техникумы. Причин тому несколько. Во-первых, в профессиональном учреждении большой упор делается на практику. Выпускников охотно берут на работу. Они все чаще становятся востребованы на рынке труда. Во-вторых, потом можно спокойно продолжить обучение в ВУЗе, но уже работая и понимая, какое дальнейшее профессиональное развитие им понадобится. Сегодня среднее специальное образование в Ленском районе можно получить только в технологическом техникуме. Ежегодно желающих поступить в образовательное учреждение больше, чем имеющихся мест. Несмотря на то, что только в прошлом году техникум переехал в новое просторное помещение, места здесь ребятам уже не хватает. Конечно, здание светлое, теплое, но нам уже здесь не хватает места, потому что ежегодно растет потребность в профессиях, да, растет потребность у наших работодателей, чтобы нужны рабочие кадры нашей республике, нашему району, нашему городу. И, конечно же, сейчас у нас новые задачи стоят перед нами, потому что мы здесь не можем сделать мастерские, потому что подвальное помещение мы не можем использовать под образовательный процесс. У нас нет спортивного зала. Некоторые учебные кабинеты разделили на две зоны обучения. Сегодня в технологическом техникуме обучается 386 ребят. Каждый год открываются новые специальности. Список их уже достаточно велик. Мы обучаем как раз-таки для нефтегазовых компаний, по таким профессиям, как мастер магистральных трубопроводов, машинист технологических насосов и компрессоров, электроснабжение. Это одна из востребованных профессий на сегодняшний день, потому что она нужна по всем предприятиям. Вот. Нефтегазовое дело тоже, скажем так, востребованная профессия. Перечисленные профессии на сегодняшний день более востребованы. В списке также инженер по пожарной безопасности и техник-судомеханика. Для девочек педагог и делопроизводителей. Мне все очень нравится. В техникуме достаточно комфортно. И преподают, понятно, для меня. Мне нравится учить детей и взаимодействовать с ними. Николай Солонарь тоже учится на педагога. Признается, что с детства мечтал стать воспитателем. У меня был выбор: либо делопроизводитель, либо дошкольное образование. Делопроизводитель как-то мне не понравился, я поэтому выбрал дошкольное образование, чтобы работать с детьми, посвятить свою жизнь работе в образовании. Практику будущие педагоги проходят в детских садах города. Остальные студенты на крупных нефтегазовых предприятиях, осуществляющих свою деятельность на территории нашего района. С крупными компаниями на сегодняшний день я рада того, что мы сотрудничаем. Это Трансгазтомск компания, Транснефть, это Сюряхнефтегазодобыча. Ну и, конечно же, Алроса наша, да, потому что наши студенты тоже там проходят практику. Ну и с такими компаниями, как ЛПТС, ЖКХ, там, да, с нашими предпринимателями. На следующий год мы сейчас ведем переговоры с компанией «Интеррау». Приходил ко мне генеральный директор этой компании. И для них, возможно, будем открывать тоже новые специальности. Сегодня студенты ждут открытия новых мастерских. Оборудование уже в пути. Они будут располагаться в бывшем учебном здании. В этом году мы участвуем в федеральной программе, значит, и нам выделили 10 миллионов. Мы закупаем по двум профессиям мастерские. Сейчас уже идут у нас торги. Вот буквально сегодня пришел приказ на то, что деньги уже выделены. Нет, к сожалению, у техникума собственного спортзала. Пока уроки физической культуры проходят в спортзале ДЮСШ. Он находится в 5 минутах ходьбы от техникума. Вообще очень хорошо, но было бы лучше, если бы у нас в техникуме был свой спортзал, потому что идти до сюда с техникума это не очень удобно, потому что еще и холодно бывает. Еще одна мечта руководителя Ленского технологического техникума – это новое общежитие. Сегодня студенты проживают в ветхом старом здании, которое пережило 2 наводнения. Общежитие у нас 1972 года постройки, оно 2 раза утонуло, оно деревянное. Понятно, что на сегодняшний день оно устарело уже, да, и износ составляет 90%. Но я понимаю, что студенты, которые приезжают из ближайших районов, которые приезжают у нас, даже в этом году у нас одна девочка с Вилюйска есть, один молодой человек с Якутска есть, и понимаю, что дорогие очень квартиры, и просто им негде будет жить, да, поэтому, конечно, этот процесс
Я думаю, что мы будем ускоряться. Тем более глава республики дал поручение, что все-таки строительство общежития нужно и необходимо для Ленинского техникума. Участок у нас уже подтвержденный, выделен вот рядышком с нашим этим зданием. И будет, представляете, как здорово, что в одном комплексе, да, общежитие, тут же у нас будет и учебный корпус, ну и чуть подальше, конечно, мастерские учебные. Я думаю, что это будет здорово. Общежитие Ленского технологического техникума стало вторым домом для каждого, кто живет в нем. Студенты относятся к нему с теплотой и гордостью и считают себя членом большой и дружной семьи. Чтобы жизнь студентов была комфортной, неустанно работает большой коллектив. У нас общежитие – это вообще отдельная, скажем, такая семья. У нас замечательный там воспитатель, замечательный, которая, правда, вот она их так там организует, что они просто потом не хотят никуда ехать, они прям рвутся к нам в общежитие, у них постоянно какие-то проходят конкурсы, они вместе готовят, они вместе, ну, говорю, вот большая целая семья, вот не придешь, там пирогами пахнет, они там и стряпают, и пекут, и конкурсы, сейчас вот посвящение первокурсников у нас будет как раз, и студенты, которые поступили на первый курс, как раз вливаются, так скажем, в жизнь вторых, третьих курсов, да, и им очень-очень нравится. Сегодня здесь проживает более 40 студентов. Все они иногородние. Большая часть из поселка Витим. Есть ребята из Пеледуя, Вилюйска, Алекминска и даже Якутска. Я учусь на первом курсе по мастеру по обслуживанию магистральных трубопроводов. Я сюда поступил, потому что мне кажется, то, что насчет этой профессии, то, что здесь будет очень интересно, очень хорошо. И я здесь раньше в Ленске жил. И мне говорили ребята и другие, то, что здесь хорошо. В общежитии созданы все условия для комфортного проживания студентов. Сотрудники учреждения стараются создать для ребят домашнюю обстановку. Наверное, поэтому и студенты предпочитают проживать здесь, а не на съемных квартирах. На втором курсе я съезжала, жила на квартире. И вот решила, что вернусь сюда, буду жить здесь. Здесь как-то людей больше. Есть с кем пообщаться, поболтать, посидеть. Мы очень часто здесь собираемся, смотрим телевизор, просто сидим, болтаем. Живут ребята в просторных светлых комнатах. В свободном доступе всегда душ, гостиная, где ребята собираются вечерами, также комната для занятий, оснащенная компьютерной техникой. Здесь мы находимся в так называемой комнате для самоподготовки, или учебная комната мы ее называем, где ребята занимаются выполнением домашнего задания. Ну, вот этот вот уют, все вот эти вот цветы созданы нами. В пользовании наших ребят есть 2 ноутбука. Мы приобрели буквально 2 года назад, они у нас нормальные, новые. Есть вот, значит, у нас принтер, да. И, конечно, как же дома и без кухни. Здесь вечерами собираются ребята, готовят ужин и делятся событиями прошедшего дня. В день нашей съемки на студенческой кухне стоял особый аромат. Второкурсница Аня пекла блины. Мне нравится готовка, мне нравится стряпать. Вот как дома начала стряпать, и все, и так и поехала. У меня вкусные пиццы, пироги, пирожки. Родители с радостью ждут, когда я что-то постряпаю. Особенно блинчики. С радостью ждут теперь и соседи по комнате. На запах собралась очередь желающих попробовать с пылу жару Анины блины. В это же время Эдуард занимался приготовлением шарлотки. Мы с ребятами собрались, решили шарлотку сделать. Вот. Первый раз готовишь шарлотку? Да нет, не первый раз, уже готовили до этого. Вот, решили еще раз. Эдуард уже получил профессию повар. В прошлом году работал по специальности в кафе поселка Витим. Сегодня молодой человек получает вторую рабочую профессию. Тонкостям кулинарного дела ребят обучает воспитатель общежития Ольга Гавриш. Несколько лет назад она создавала кружок «СМАК». Он проходит 4 раза в месяц. Мы с ребятами готовим здесь разнообразные блюда. Ребята сами готовят, учатся готовить. Некоторые ребята приезжают, не умеют даже пожарить картошку. А по окончанию учебного года они у нас пекут пышные пироги из сдобного теста, пирожки с различной начинкой, готовят салаты. Несмотря на то, что здание давно признано аварийным, общежитие продолжает работать, а иногородние ребята с удовольствием здесь живут одной большой дружной семьей. На протяжении 3 лет для будущих студентов и их родителей в техникуме проходят Дни открытых дверей. Очередное мероприятие состоялось совсем недавно. Техникум присоединился к единому дню открытых дверей для будущих учеников федерального проекта «Профессионалитет». Ученики 8-9 классов в этот день познакомились с направлениями обучения и студенческой жизнью учебного заведения. Огромное количество предприятий
предприятий нуждается сейчас в рабочих руках. Мы стараемся все потребности нашего района удовлетворять, но с прошлого года мы еще также совместно с Нерюнгринским районом работаем по подготовке кадров для угледобывающей промышленности. Поэтому перспектив очень много, и мы ребят хотим с ними познакомить, чтобы они максимально с пользой сейчас закончили свое обучение в школе, пришли к нам с хорошими оценками, потому что на некоторые профессии существуют конкурсы. Данил Дадасов – ученик 8 класса. После окончания 9 парень планирует поступать в техникум. Со специальностью пока не определился, поэтому решил посетить мероприятие и узнать подробнее о каждой. Сейчас мы узнали о том, как узнавать, проложена ли труба, оголена ли труба или нет. Вот. Также нам рассказали сегодня на этой конференции, так скажем, сколько по трубе проходит газа и нефти. Хороший, в принципе, хороший техникум, могу сказать. Ирина Паршутина, мастер производственного обучения по профессии мастер по обслуживанию магистральных трубопроводов, рассказала будущим студентам подробно о профессии и перспективах дальнейшего трудоустройства. Ребятам было интересно посмотреть приборы, попробовать. Интересовались, конечно, заработной платой, какая заработная плата у данных специалистов. Ну и, в общем-то, вижу, что интерес проявили. Для будущих поступающих были организованы мастер-классы, их провели мастера производственного обучения. Если вы примете решение поступить, допустим, в наш Ленский технологический техникум, либо в другой колледж на эту программу, за 1 год вы пройдете школу, за 2-й год вы пройдете программу профессиональной подготовки, получите высококлассные рабочие профессии. Работа шла по 4 секциям. Первая – это энергетика. Здесь была представлена классическая профессия электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Также ребятам рассказали о перспективе, которая откроется в связи с началом работы с новым производственным партнером Интеррау. Это новая электростанция. Соответственно, мы открываем новую специальность теплоснабжения, теплотехника. А вторая станция у нас посвящена нашему основному направлению нефтегазовая. Да, там у нас оператор нефтепереработки, машинист насосов и компрессоров, обслуживание магистрального трубопровода. То есть большинство групп у нас сейчас учатся по этим направлениям. Еще одна секция – это слесарное дело. К этой группе относятся слесаря широкого профиля. Занимаются ремонтом оборудования, в том числе и автомобильного. Это направление вызвало наибольший интерес у ребят. В мастерской не было свободного места. Молодые люди смогли попробовать в деле рабочие инструменты мастера. Напильник не должен крутиться, он должен... Также была представлена секция для девушек, делопроизводитель и экономика и бухгалтерский учет. Я узнала про профессию бухгалтера и слесаря. Мне понравилось очень. Пришла сюда чисто из интереса, вот как работает это все, как учатся дети и как поступать вообще. В этот день технологический техникум посетили более 200 ребят. Многие пришли с родителями. Сын у меня определяется пока с профессией, сейчас в 8 классе. Думают, куда дальше. Либо учиться до 11, а потом высшее учебное заведение, либо сейчас какой-то, может быть, что-то заинтересует, какую-то профессию выбрать. Потому что совершенно не представляет, что будет дальше, и поэтому хотя бы сейчас, может быть, что-то определиться как-нибудь. Выпускники техникума сегодня очень востребованы. Практически все они после окончания учебного заведения уже имеют место работы. Предприятия, где они проходят практику, с удовольствием забирают к себе готовых специалистов рабочих профессий.